В Международный день философа в Югосинском государственном университете прошла научная конференция, посвященная памяти выдающегося философа Осетии, академика Российской академии естественных наук, профессора Рутена Кабисова. Встречу открыл ректор вуза Вадим Тедеев, который подчеркнул необходимость привлечения молодых кадров в эту научную сферу. Сегодня в этой области ощущается нехватка молодых специалистов, которые бы посвятили себя изучению философии и логики. Чтобы восполнить этот пробел в науке, руководство университета готова направлять на послевузовское обучение в Россию студентов Югосинского государственного университета. По мнению ректора, для того, чтобы заинтересовать и привлечь студентов, необходимы такие конференции. Уже у нас пошла такая традиция, когда мы, проводя научно-практическую конференцию, вспоминаем наших великих ученых, людей, которые много сделали, в частности, говоря про Рутена Семеновича, человек много сделал и как ученый, и как руководитель высшего образовательного учреждения. И я думаю, что эта славная традиция, она будет постоянно у нас в университете. Руководитель кафедры философии Анатолий Габараев представил доклад на тему «Философское наследие Рутена Кабисова и его значение». Рутен Кабисов является автором более 60 важнейших научных трудов по вопросам философии, которые, по мнению доцента Юрия Габараева, бесценны. Его монографии «Свободы, права и обязанности граждан Советского Союза» и к вопросу о мировоззренческих мотивах в осетинском нардском эпосе получили международную известность. Значение трудов Рутена Семеновича Кабисова огромно. Они еще не изучены или исследованы в достаточной мере. Это дело будущих поколений. Но сегодня уже смело можно сказать, что они займут свою нишу в мировой философской культуре и будут служить молодым поколениям в поиске истины и ответов на вопросы, поставленные жизнью. Научные достижения Рутена Семеновича невозможно характеризовать простыми терминами. Настолько они фундаментальны и значимы, отметил в своем докладе доцент кафедры философии Кустат Зугаев. Сердцевиной его философства, наверное, один Чехонович, как и следует ожидать, является категориальный анализ. Мне в силу учебы в аспирантуре и работы над кандидатской диссертацией, естественно, приходилось тоже читать специальную литературу по категориальной проблематике. То есть в основном все то, что осваивал Рутен Семенович. Но должен сказать, что вот в сравнении с тем, что я читал, его, Рутена Семеновича, логика категориальное рассмотрение производит замечательное просто впечатление. Во-первых, своей глубиной проникновения в исследуемый предмет. Потому что большинство авторов из тех, кто писал о категориях, они в основном в изложениях имеют повествовательный, такой декларативный вид. А Рутен Семенович смотрел в корень, в сущность. На конференции было представлено еще несколько докладов, в том числе посвященный жизненному пути выдающегося ученого. Докладчик Соня Хубаева познакомила студентов с жизнью Рутена Кабисова. Следует отметить, что выдающемуся философу современности в этом году исполнилось бы 90 лет. Роза Тедеева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня.